В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящей среды. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Детские пособия на детей от 3 до 7 лет увеличат с начала следующего года. На какую выплату смогут рассчитывать родители? В Алдане откроется филиал Республиканской офтальмологической больницы. До этого момента прием будут вести столичные специалисты. Роспотребнадзор выявил превышение вредных веществ в воздухе Якутска. Причиной назвали недавнее задымление на городской свалке. Сотрудники ГИБДД в Ленске заняты безопасностью детей. Они дежурят вблизи детских садов и дошкольных учреждений. 8 брендов Якутии представили регион на национальном конкурсе «Вкусы России». Площадку для продвижения в дальнейшем планируют сделать ежегодной. Президент России подписал закон об особенностях дистанционной работы. Документ вступит в силу 1 января следующего года. Согласно нему, постоянному дистанционному работнику отпуск предоставляется так же, как любому работнику, не менее 28 календарных дней ежегодно. Если работник временно переводится на дистанционку и задачи, стоящие перед ним, остаются теми же, то заработная плата ему не может быть понижена. Если человек постоянно или временно работает на дистанционной основе, то работодатель должен предоставить все необходимое для выполнения обязанностей. А если удаленный работник не выходит на связь с работодателем без уважительной причины в течение 2 рабочих дней, то это может стать основанием для увольнения. Между тем, срок перехода на электронную трудовую книжку подходит к концу. Так, работающие граждане до 31 декабря текущего года должны подать письменное заявление работодателю в произвольной форме о введении трудовой книжки в электронном виде или сохранении бумажного варианта. Россияне, выбравшие электронную версию, необходимо сохранять бумажную, так как она является источником сведений трудовой деятельности до 2020 года. А в электронном виде фиксируются сведения, начиная с 2020 года. Владимир Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества. Он отметил, что яркий след в истории страны оставляет каждый, кто совершил героический поступок. Вновь и вновь россияне подтверждают, что стойкость, воля и искренняя любовь к отчизне обладают удивительной силой, для которой не существует преград. Он также добавил, что преклонение перед подвигом героев Отечества объединяет все поколения. День Героев Отечества отмечается в России ежегодно, 9 декабря, начиная с 2007 года. В этот день чествуют героев Советского Союза и России, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, сегодня, в День Героев Отечества, мы отдаем дань уважения смелым, мужественным людям, нашим согражданам, совершившим выдающиеся поступки во имя Родины, ради спасения ближних, ради мира, процветания, благополучия на нашей земле. Они удостоены высоких государственных наград, званий Героев Российской Федерации, Советского Союза, орденов Славы и Святого Георгия. Мы свято, бережно чтим память обо всех защитниках нашей страны. Сегодня в зале Республики в рамках Дня Героев Отечества наградили врачей и волонтеров, которые внесли свой неоценимый вклад в развитие здравоохранения и помощь в борьбе с коронавирусом. На церемонии награждения побывал Дмитрий Тымыров. 30 лет, посвященных медицине. Иннокентий Дичковский, травматолог-ортопед, врач высшей категории. Человек, который всю профессиональную жизнь посвятил сохранению здоровья людей. Я вот именно со школы, как говорится, да, у меня такая стихия в медицину идти. Ну, была такое желание. После армии вот это желание я исполнил. Как раз после военной службы начал трудовую карьеру с простого медбрата, а после окончил Якутский медицинский факультет при тогда еще Якутском госуниверситете. У нас как раз вот мы закончили 91-го, и в это время открылся именно интернатура по травматологии. Я как первый ласточка по травматологии здесь именно вот в нашей республике. Первый человек интернатуру прошел по травматологии. И потом все последующие пошли. Травматологию выбрал не случайно. Во-первых, здесь нужна именно мужская сила, а во-вторых, в этой сфере результаты работы видны сразу. Травматология –
взял, потому что как-то по механике, да, по самой работе, да, по самой специфике, она как-то подходит как раз к мужской работе. И сразу вот человек поступает, скажем, да, вот на каталке, лежачий больной, а когда выписывается, уже на ногах, на костылях, на своих на ногах уходит. Вот это меня очень радовало. И сразу видите свой результат работы. Результатом лечения радуются прежде всего пациенты, но особенно они ценят Иннокентия Михайловича именно за душевное тепло и внимание каждому из них. Так, от палаты до номер 4 своему лечащему врачу, очень хороший человек. Вот он нам каждому лично делал операции, сам лично. Следит каждое утро, заходит, проверяет. В общем, душевный человек, хороший. Спасибо ему огромное. Всего-всего самого наилучшего ему. Теплые пожелания и не только в адрес медиков прозвучали и на награждении в рамках Дня Героев Отечества. Герою нашего сюжета Иннокентию Дичковскому также вручили заслуженную награду «Гражданская доблесть» за вклад в развитие здравоохранения, труд и патриотизм. Дмитрий Тимыров, Григорий Охлопков, Семен Семенов, Якутск. Пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно увеличат с начала следующего года. О том, на какую выплату могут рассчитывать родители, знает Тамара Игнатьева. Первое изменение коснется требования совместного проживания заявителя с ребенком на территории Якутии. При этом проживание подтверждается регистрацией по месту жительства либо решением суда. Это означает, что заявление на выплату должен подавать тот родитель, с которым прописан ребенок. Следующее изменение звучит таким образом. Если родители или супруги работают в органах внутренних дел, в организациях таких как ФСБ, УФСИН и тому подобное, данные лица должны предоставлять сведения о доходах на бумажных носителях. То есть не просто заполняя электронное заявление, а именно донеся вот эти документы, необходимые для назначения выплаты. 1 января следующего года также вступает в силу еще одно важное изменение. Оно касается состава семьи. Будут учитываться оба родителя в случаях отсутствия регистрации брака, при условии, если он совместно проживает с заявителем и ребенком. В доход семьи с нового года не будут учитываться суммы единовременных выплат на оплату проезда до места лечения и реабилитации, ежемесячные выплаты, назначаемые при рождении, усыновлении третьего ребенка или последующих детей, а также средства материнского семейного капитала, республиканского мат-капитала «Семья» и регионального на второго ребенка. При обращении семьи до конца 2020 года выплата будет назначаться с перерасчетом за весь период, начиная с 1 января 2020 года, либо со дня исполнения ребенку 3 лет. При обращении в 2021 году выплата будет назначаться со дня обращения, либо со дня исполнения ребенку 3 лет до достижения возраста 3,5. Самым удобным способом подачи заявления является портал госуслуги. Не требуется прикладывать никаких документов, достаточно правильно оформить электронное заявление. Стоит напомнить, что если в этом году малообеспеченная семья получает за каждого ребенка 8651 рубль, то размер пособия в следующем году составит 9111 рублей. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Нерингри. В Алдане откроется филиал Республиканской офтальмологической больницы. Работа по организации службы начнется в новом году. Пока же врача-окулистов ЦРБ нет. Выездные приемы проводят врачи из Якутска. С ними и их пациентами пообщалась Татьяна Вахнина. В кабинете врача Надежда Новикова сосредоточенно отвечает на вопросы. Анализы сданы, обследование пройдено. Осталось обсудить некоторые организационные моменты. Затем Надежда Федоровна отправится в стационар, где ей будет произведена операция. Меня в феврале месяце эти же врачи прооперировали очень хорошо. Сейчас второй глаз буду оперировать. Пациентов, направленных на операции по удалению катаракты, офтальмологи республиканской больницы осматривали в городской поликлинике. Операции начались сегодня. Врачи планируют провести порядка 40 вмешательств. В условиях пандемии процесс сопряжен с множеством сложностей.
Мы исследовали именно кандидатов на операцию на ПЦР-исследование, да, на наличие ковидной инфекции. Практически ежедневно за ними наблюдали. И, соответственно, для того, чтобы сузить круг контактов, мы обеспечили именно транспортировку, да, пациентов до места операции. Между Алданской ЦРБ и Республиканской офтальмологической больницей налажено плодотворное сотрудничество. В этом году специалисты приезжают в Алдан во второй раз. Отбор пациентов на операции, а также первичная подготовка к вмешательствам была проведена предварительно. До этого была командирована наш доктор. Она выехала 23 ноября, подготовила нам больных для оперативного лечения. Больные сейчас будут все осматриваться, подготовленные 38 человек. Вопрос с оказанием офтальмологической помощи в Алдане стоит остро. Врача-окулиста в больнице нет. Помощь оказывает фельдшер. В сложных случаях пациенты направляются в город Якутск. Между тем, глазные болезни, особенно в зрелом возрасте, не редкость. Обязательно нужен офтальмолог здесь, чтобы нам не мучиться, не ездить по Якутску или еще где-то там. Тут пришел и сразу раз и к офтальмологу, врачу. Ожидается, что вскоре офтальмологическая помощь будет оказываться алданцам постоянно. Работа по организации службы начнется в следующем году. Министерством здравоохранения Республики Саха-Якутия издан приказ об открытии на территории Алданского района филиала Якутской республиканской офтальмологической больницы. Это, конечно же, расширит возможности офтальмологической помощи на территории района, повысится доступность и качество оказания медицинской помощи по профилю офтальмология. Удаление катаракты производится посредством ультразвука. Процесс занимает не более получаса. Затем люди будут доставлены домой. В послеоперационном периоде наблюдать пациентов будет врач-окулист республиканской больницы. Татьяна Вахнина, Алдан. Сейчас короткая реклама и смотрите далее в программе. Роспотребнадзор выявил превышение вредных веществ в воздухе Якутска. Сотрудники ГИБДД в Ленске заняты безопасностью детей. А 8 брендов Якутии представили регион на национальном конкурсе «Вкусы России». Дня продолжаем программу. Концентрация вредных веществ в воздухе превышает нормы в Якутске. Роспотребнадзор выявил, что это связано с возгоранием на мусорном полигоне, расположенном на 9-м километре Вилюйского тракта. Превышены фракции оксида углерода, при этом концентрация оксида азота и диоксида азота в пределах нормы. На полигоне имелись очаги тления и задымленность. На месте в момент осмотра работали самосвал, погрузчик и бульдозер. Управление Роспотребнадзора продолжает лабораторный мониторинг атмосферного воздуха. Ранее мы сообщали, что пожар на полигоне твердых отходов произошел из-за выхода газов. Более 180 обманутых дольщиков «Монолитстрой» наконец получат свои квартиры. Застройщик был признан банкротом еще зимой 2018 года. Всего от действий компании пострадали 312 граждан. Тему продолжит Сырглана Неустроева. Родители Аяла Молокотина купили в ипотеку квартиру на Автодорожной еще в 2016-м. Покупка обошлась им более чем в 2 миллиона. Сумма по тем временам немаленькая. Однако вышло так, что семья вынуждена выплачивать около 28 тысяч в месяц за сваи и жить в общежитии. Благо районная прописка позволяет. Я сейчас учусь в аспирантуре и, по идее, должен был быть жить уже в том доме. В 2018 году должны были уже ввести дом, и мы еще по договору уступки должны были получить по чистовой отделке. Уже готовые квартиры должны были зайти и пожить там. Ну, придется так жить в общежитии. Наконец, проблема с мертвой точки сдвинулась. И 3 декабря этого года Фондом защиты прав участников долевого строительства было принято решение о финансировании мероприятий по завершению строительства дома. При этом все права застройщика будут переданы региональному фонду защиты прав дольщиков. Со стороны Республики Саха-Якутия, Минстроем Республики, да, и с нашим региональным фондом ведется контроль, да, и мы со своей стороны будем все максимальные сроки, которые у нас есть, сокращать для того, чтобы наши граждане как можно быстрее получили свои жилые помещения.
Также, как отмечает министр, в настоящее время есть четкие механизмы работы по борьбе с недобросовестными застройщиками и помощи обманутым дольщикам. По сравнению с прошлыми годами, когда пострадавшие чуть ли не годами ждали у моря погоды, теперь эти вопросы решаются гораздо оперативнее. Понимание, каким образом будут решаться завершение либо компенсация. Да, значительная часть объектов у нас идет по линии федерального фонда. Да, и сегодня мы ждем также решения наблюдательного совета по объектам, по 2 объектам застройщика «Семир» и по 4 объектам ЧРФИК. Так, в 2019 году ППК фондом были осуществлены выплаты 145 дольщикам. А с начала этого года устранены уже 5 проблемных объектов из 17. Еще один объект будет введен самостоятельно застройщиком. В итоге на следующий год остается решить проблему еще 11 объектов. Саргалана Неустроева, Павел Пахомов, Якутск. Теперь об эпидобстановке. За сутки в Якутии выявили 203 новых случая заболевания коронавирусом. 32 из них носители. Таковы данные регионального оперативного штаба. На столицу республики приходится 99 случаев. По 10 заболевших выявили в Мегино-Кангаласском и Нерюнгринском районах. В Мирнинском 8, в Татинском 7, в Горном, Нюрбинском, Алекминском и Усть-Алданском районах по 6, в Сунтарском 5 случаев. Во многих других районах от 1 до 4 заболевших. Во время брифинга заместитель руководителя оперативного штаба Ольга Балабкина в очередной раз напомнила о том, что многие указания Роспотребнадзора, которые ранее носили рекомендательный характер, на настоящий момент стали обязательными. Однако не все их выполняют. В оперштаб начала поступать информация о том, что в ряде школ, в том числе не только в районах нашей республики, но и в ряде школ непосредственно столицы нашей республики, школы во второй четверти не соблюдают требования, связанные с ограниченным количеством детей, находящихся в классах. Подобного рода ситуация является недопустима, и, соответственно, соответствующее требование оперштаба будет направлено во все муниципалитеты, еще раз провести проверку и обратить внимание на то, что требования Роспотребнадзора по ограниченному количеству детей в школах, по обязательному соблюдению разного времени прихода детей в школу, он является обязательным. Поэтому на настоящий момент я обращаю внимание в том числе и родителей на то, что в школы, в которые ходят ваши дети, должны все требования обязательные по безопасности соблюдаться, исходя из требований Роспотребнадзора. Сотрудники МЧС проводят на территории региона акцию «Жилище-2020». С наступлением зимы количество пожаров в жилых домах увеличивается. Связано это с активным использованием нагревательных приборов, а следовательно и увеличением нагрузки на сеть. Инспекторы МЧС совместно с работниками управления Октябрьского округа организовали рейды по местам проживания многодетных семей. С ними провели профилактические беседы о соблюдении требований пожарной безопасности, вручили памятки и напомнили номера телефонов экстренных служб. Стоит отметить, что с октября этого года в Якутии зарегистрировано свыше 400 пожаров. Большая часть из них произошла в жилом секторе. При проведении профилактических мероприятий специалисты МЧС России разъясняют населению об основных требованиях пожарной безопасности. В частности, это использование дополнительного электрооборудования, например, электрообогревателей, что их необходимо приобретать только с сертификатом соответствия требованиям пожарной безопасности. В целом, также необходимо проверить полностью электропроводку в квартире. Зачастую граждане при приобретении квартиры не заменяют, либо не производят замеры сопротивления линии электропроводов. А сотрудники ГИБДД в Ленске заняты безопасностью детей. Они дежурят вблизи детских садов и дошкольных учреждений. В один из рейдов с инспекторами отправилась Светлана Балеева. Ежедневно по утрам инспектора дорожно-постовой службы дежурят вблизи детских садов и школ города. Каждый второй автомобиль, привозящий ребенка в детский сад, проверяется на наличие удерживающих устройств. И каждый день за их отсутствие сотрудники госавтоинспекции выписывают штрафы родителям. Так, например, сегодня оформлено 3 протокола. Составлено 3 административных материала. Это возле детских садиков. Были родители, которые не уставили удерживающие сиденья для малышей.
Поэтому родители были привлечены, на них наложены штрафные санкции. В ходе профилактического мероприятия инспектора призывали ленских водителей задуматься о безопасности юных пассажиров. Ведь каждый год из-за халатности родителей погибают их же дети. В основном родители, которые не понимают, что удерживающее сиденье при ДТП очень даже спасает жизни детей. Потому что травматизм при аварии, даже если просто машина перевернулась, травмы несовместимые с жизнью. У нас в 2019 году была такая авария, что мама везла ребенка, не пристегнутая была и мама, и ребенок, и погиб ребенок, 4-классник. Поэтому родители, пожалуйста, будьте внимательны к своим собственным детям и к их здоровью. После того, как было закончено дежурство около детского сада, наряд отправился на пешеходный переход вблизи одной из городских школ. Здесь пристальное внимание сотрудники уделили соблюдению правил проезда пешеходных переходов автомобилистами и проверили, как соблюдают правила дети. Надо сказать, что практически все ребята переходили дорогу по пешеходному переходу, и замечаний никому не возникло. Я соблюдаю правила дорожного движения, перехожу всегда по переходу. Для начала надо посмотреть всегда налево, когда машина остановится, а потом только направо. Если машина остановилась, то можно переходить. Если мы в машине едем, то я всегда пристегиваюсь, потому что у меня на ремне есть треугольник. В завершение хочется сказать о статистике. За текущий период в районе выявлено 264 нарушения по безопасной перевозке детей. В основном привлечены к ответственности родители, но в их число попали и должностные, и юридические лица. Штрафные санкции на физических лиц составили 3000 рублей, на должностных и юридических в несколько раз сумма выше. Но какой бы ни был высокий штраф, он несопоставим с человеческой жизнью, тем более с жизнью детей. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В Минсельхозе России подвели итоги первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». В нем участвовало более 500 брендов почти со всех регионов. Наибольшее количество заявок подали товаропроизводители Башкирии, Московской области и Татарстана. Якутию представили 8 брендов: алекминский сыр, рыба Якутии, якутская жеребятина, таежный чай, охота и рыбалка Якутии и другие. Проведение конкурса «Вкусы России» в перспективе в том числе позволит нам решить ряд смежных задач. Это и увеличение объемов производства продуктов питания малыми предприятиями и фермерскими хозяйствами. Также это развитие экспортного и туристического потенциала регионов нашей страны. Ну и, конечно же, это популяризация российских брендов, повышение их узнаваемости и востребованности у потребителей. А в Якутске открылась персональная выставка народного художника региона Юрия Спиридонова. Название ей дали «Мой север» и представили более 10 произведений, в которых присутствует образ севера, любовь к родине и ее бескрайним просторам. Символично, что художник передал в дар Якутскому музею свою картину «Аэрокобры на полюсе холода. Аймикон, 1943 год», где запечатлен момент из жизни легендарной перегоночной воздушной трассы Аляска-Сибирь, которая действовала во время войны. Выставка проработает до 20 января в главном корпусе Якутского музея. В последнее время, конечно, вот у нас музей, он работает в основном за счет дарителей. Вот таких ценных картин это бывает это редко. И очень важно, что вот этот юбилейный год Юрий Васильевич подарил нам вот свою прекрасную картину. Картины Юрия Васильевича, они выставляются не только в России, они есть в Китайской Народной Республике, в Норвегии, в других странах. И поэтому мы очень рады, что получили сегодня такой прекрасный подарок. Это были главные события среды. Наш телеканал продолжит следить за новостями. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание и до свидания.